Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Ежегодно 29 октября Турция отмечает один из главных национальных праздников – День Республики. Этот день установлен в память о провозглашении Турецкой Республики в 1923 году. Праздник отмечается в день, когда Великое национальное собрание, парламент Турции, законодательно установил республиканскую форму правления в стране. День Республики считается официальным выходным днем. Традиционно праздник начинают отмечать заранее. С середины дня 28 октября по всей стране проводятся праздничные мероприятия. Главная примета праздника – национальные флаги повсюду. Официальные учреждения и обычные жители вывешивают государственные флаги Турции всевозможных размеров. В правительственных учреждениях, учебных заведениях и школах 29 октября объявляется выходным днем. Образовательные учреждения отмечают праздник торжественными мероприятиями. По улицам всех городов проходят праздничные шествия. У мавзолея Ататюрка в Анкаре проходят армейские смотры. По традиции все политические партии и деятели Турции вступают в бурную полемику по поводу развития страны и ее будущего. Вечером 29 октября устраивают салюты и праздничные концерты. В честь дня провозглашения Турецкой Республики в кыргызской столице турецким посольством также организован торжественный прием. Ежегодно 29 октября Кыргызско-турецкий университет Манас отмечает один из главных национальных праздников – День Республики Турции. После минуты молчания памяти Ататюрка и шахидов и национальных гимнов двух стран праздничное мероприятие открыл ректор университета профессор доктор Сибахатин Балджи. Он сказал, что в Первой мировой войне Османская империя участвовала на стороне Германии, но вышла досрочно, подписав 30 октября 1918 года Мудросское перемирие со странами Антанты. Результатом подписанного перемирия стала потеря некоторых территорий Османской империи и оккупация территорий современной Турции странами Антанты. Далее история страны неразрывно связана с Мустафой Кемалем Ататюрком, политическим лидером, при котором произошли кардинальные изменения в стране. Именно он 19 мая 1919 года в городе Самсун выступил перед молодежью, объявив всеобщую мобилизацию о начале национально-освободительного движения в Турции. Этот знаменательный день вошел в историю страны в виде праздника 19 мая – День молодежи и спорта. Далее ректор сказал, в результате войны за независимость 23 июля 1923 года в Лозанне был подписан мирный договор, по которому страны Великобритания, Франция, Италия, Япония, Греция, Румыния, Болгария, Португалия, Бельгия, СССР, Югославия признавали независимое турецкое государство. Однако форма правления на тот момент определена еще не была. Великое национальное собрание второго созыва 29 октября 1923 года приняло поправки к Конституции 1921 года, устанавливая республиканскую форму правления. Страна стала называться Турецкой Республикой, а Ататюрк стал первым президентом нового государства. Как национальный праздник Турции, День Республики стал отмечаться ежегодно с 1925 года.
Затем выступил проректор университета профессор доктор Асылбек Кулмурзаев и поздравил весь турецкий народ с праздником Днем независимости 29 октября. Главный советник президента Турции Ялчин Топчу сказал: «Мы братские народы. Рад, что принимаю участие на торжествах в честь Дня независимости Турции на земле предков. В следующем году мы будем отмечать столетие образования Великого национального собрания Турции. Мы желаем покоя всем шахидам, которые пожертвовали собой во имя образования и защиты этого государства. Как государство и нация мы в последние годы опять вступили в схватку за независимость. Достигнув целей 2023 года, мы создадим почву для того, чтобы будущие поколения достигли целей 2071 года. Еще раз поздравляю вас с 96-й годовщиной провозглашения Турецкой Республики». Затем с протокольной речью выступил чрезвычайный полномочный посол Турции в Кыргызской Республике Дженгиз Камил Фырат. В своей речи он отметил динамику двустороннего сотрудничества, а также важность развития имеющегося двустороннего стратегического сотрудничества. Также он отметил, что с момента обретения независимости Кыргызстана и по сегодняшний день Турция поддерживает братскую и дружественную страну в демократическом и экономическом развитии. Турция и далее будет поддерживать Кыргызстан. Бүгін Қырғыз-Түрік Манас университетінде Бордош Түрк Республикасының 96 жылдығына майрамдап жатабыз. Біздің университетіміз түрк дүйнөсүнүн бір кичине модели катары деп кабыл алса болот. Себеби бүтүн түрк дүйнөсүнүн жаштары бизде билим алууда, түрк дүйнөсүнөн келген мугалимдер билим берүүдө. Биздин университет алтын көпірі, бүтін түрк елдерін біріктірген көпірі қатары біздің екі Қырғыз жана түрк мамлекеттері ортасында құрылған. Бұл жерде біз жаштарыбызды бір-біріміздің тарихымыз жөнінде маалымат беріп оқытабыз. Мысалы, ошо Түрк Республикасының тарихын, Қырғызстандың тарихын, Өзбекстанның тарихын, Азербайжан жана башка Бордош өлкөлөрүнүн тарыхын, маданиятын бул жерде жакшы билишет. Жана эң негизгиси бардыгыбыздын тарыхыбыз бир атадан чыкканыбыз, бир жол менен келатканыбыз маалым. Университетибиз бүтүн күчүн ушул жаштар келечекте ошо түрк элдеринин биримдигин сактасын, түрк элдеринин алдыга жылуусун камсыз кылсын деген ниет менен эмгектенип келе жатабыз. Кыргыз жана түрк өкмөттөрүнө, өлкө жетекчилерине чын дилинде мен ыраазычылык билдирип кетемин. Университетибизди эч кандай кыйынчылыктарга карабай, экономикалык, саясий кыйынчылыктарга карабай, бүтүн колдоосун көрсөтүп келе жаткан. Чоң рахмат. Рахмат. Майрамыңыз менен. Майрамыңыз куттуу болсун. Очередное мероприятие по случаю Дня независимости Турецкой Республики состоялось в турецком лицее города Бишкек. В праздничном мероприятии принимали участие главный советник президента Турции Ялчин Топчу, посол Турции в Кыргызстане Дженгиз Камиль Фырат, ректор Кыргызско-турецкого университета Манас профессор доктор Сибахатин Балджи. Выступая на мероприятии, советник по образованию посольства Турции Нарун Курджи и директор лицея Илкнур Янал рассказали о Дне независимости Турецкой Республики. Илкнур Янал отметила, что после поражения Османской империи во время Первой мировой войны большая часть Турции была оккупирована. Офицер османского войска Мустафа Кемаль 19 мая 1919 года начал национально-освободительное движение в городе Самсон. После трехлетней борьбы страна была освобождена от внешних захватчиков. По его желанию 29 октября отмечается День Республики Турция. Затем ученики лицея показали небольшой концерт, приуроченный празднику.
Пользуясь случаем, мы, турки в Кыргызстане, поздравляем Турцию и всех турков с Днем независимости республики. Мы, как представители турецкой диаспоры, мы каждый год проводим этот праздник вместе с братьями-кыргызами. Ататюрк сказал: ваше горе – это наше горе, наш праздник – это ваш праздник. Еще в годы Великой Отечественной войны многие народы, дальневосточные корейцы, немцы Поволжья, Северного Кавказа, крымские татары и многие другие, были подвергнуты принудительной депортации из родных мест. Так, в ноябре 1944 года из Грузии были также депортированы турки АХСК. Всего было выселено 115,5 тысяч человек. Согласно некоторым данным, на территории Кыргызстана проживает около 50 тысяч турков АХСК. Мировой и собственный опыт Кыргызстана свидетельствует, что основой государственной политики консолидации общества, эффективной национальной политики являются принципы недискриминации, равенства и признания ценностей и многообразия всех национальностей, народов и этнических сообществ, проживающих в одной отдельно взятой стране. И турки АХСК в Кыргызстане не исключение в этом отношении. Бүгүнкү могу бирге бир дастырканда бир болгонубузга силерге чоң рахмат. Биз Кыргызстанда 74 жылдыр жашıyoruz. Биз Кыргызстанымызга чоң разıyız. Биз тогулдук эши диyoruz ki биз разıyız. Her vakti razıyız. Niye razıyız? Niye ki bu Müslüman ülkesidir, Müslümandır. Biz bir kardeşiz. Bizimkiler gelende birinci kırık ekmeği bunlar verdiler. Biz onları hiçbir vakti unutmuyoruz. Bizim nenelerimiz bize dedi, biz de kendi çocuklarımıza diyoruz. O bizim çocuklar öbürlerine diyor. Biz her vakti razıyız. Allah onlardan razı olsun. Türkiye, Kırgızistan iki hükümet ama bir millettir. Kardeş millettir. Дорогие гости, мы очень рады видеть в сегодняшнем торжестве. Сегодня вы своим присутствием здесь, вы показали, что мы, киргизы и турки, это два государства, одна нация. Мы всегда слышали от своего бабушки, слышал матери, отца. Мы всегда довольны Киргизстаном, довольны этим народом, потому что в 1944 году в сталинском режиме так судьба сложилась, что мы попали сюда. Но вы тогда куском хлебом поделились, своим уютом, своим домом, и мы на сегодняшний день вот здесь выжили. И мы эти благодарственные слова будем говорить и передавать своим внукам, правнукам, чтобы они тоже знали, мы откуда пришли, почему мы здесь оказались, кто нас принял, кто куском хлеба поделился, чтобы это никогда не забывалось. Вот это нас всегда объединяет и будет объединять. Мы всегда были дружны и будем. Benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Duman olur dağ başı, benim babam yüzbaşı, sesi dağı vur baba, yayılsın düşman leşi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum, Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım.
Kemal, düşman yıkamaz bizi. Bizim bayrak kırmızı, beyazdandır yıldızı. Paşa Mustafa Kemal, düşman yıkamaz bizi. Ben babamın oğluyum, Kemal Paşa torunuyum. Atatürk evladıyım, Osmanlı kanındayım. Мы являемся мостом между Турцией и Кыргызстаном. Мы укрепляем этот мост и делаем отношения от нас зависимыми теплыми. Это два братских народа. Этому подтверждение встреча 6 государств в Баку, где президент Турции подчеркнул: 6 государств, одна нация. Это еще раз подтверждает, что мы братья. Еще раз, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех соотечественников с Днем Республики Турции. Я не хочу войны. Я не хочу войны. Я не хочу войны. Я не хочу войны. Уважаемые дамы и господа, хочется начать со слов матери Терезы. Я никогда не присоединюсь к движению против войны. Позовите меня, когда появится движение за мир. На сегодняшний день катастрофические масштабы обрел международный терроризм. Для него не существует границ. Сегодня любая точка земного шара может стать объектом разрушительных ударов. Мы равнодушно выслушиваем доклады ООН, где утверждается, что ежедневно 300 детей становятся жертвами военных конфликтов, а в год погибает больше 100 тысяч детей. И нет сомнений, они хотели мирного детства. Их матери были за мир. Их отцы, братья и сестры тоже вряд ли хотели войны. Руководители стран ядерных держав не могут прийти к дружественному соглашению и изобретаются все новые формы разрушительного оружия, способные убить все человечество на Земле. Если задать вопрос «Вы за мир или за войну?», 99% людей отвечают «За мир». Мы думаем, что все женщины мира поддержат идею за мир. Не для того они рожают детей, чтобы отдавать их в костер войны. Вопрос «Что делать?». Ответ есть. Создание единой площадки для объединения всех людей на планете, желающих жить в мире и согласии, строить мосты дружбы в спорте, науке, культуре, бизнесе. Такая площадка создана в декабре 2011 года в Кыргызской республике, и она называется «Международное общественное объединение Генералы мира за мир». Основная цель его деятельности – это укрепление мира, дружбы, взаимопонимания между народами и патриотическое воспитание молодежи. Наш миротворец обязан быть счастливым, здоровым и материально обеспеченным. И как в любом благом начинании, мы получили письменное благословение от руководителей всех основных религиозных конфессий, представителей христианства, православной и католической церквей, Духовного управления мусульман Кыргызстана, еврейской религиозной организации и буддийских монахов. Активно работают секторальные направления: женское движение за мир, спорт во имя мира. Во многих школах созданы уголки миротворцев. Под Санкт-Петербургом активно работает патриотический воспитательный центр молодежи. В 2014 году совершена экспедиция на Северный полюс, где был установлен наш флаг как символ мира и стабильности.
В том же году мы участвовали в городе Сеул в Южной Корее в международном саммите «За мир», где участвовали представители из 120 стран. Получили поддержку писателей из более 30 стран во время проведения литературных форумов в Бишкеке, Алматы, Лондоне и Стокгольме. В 2015 году флаг объединения отправился в космос на МКС и облетел вокруг земного шара 5500 раз. 30 марта 2019 года в городе Алматы подписан договор с Академией частного инвестора. Этот день войдет в историю нашего объединения как точка отчета новой экономической программы по финансированию. Каждый человек, гражданин нашей планеты, может обучаться новым современным технологиям получения доходов, инвестированию и получению прибыли в современных условиях ведения бизнеса. Мы нанесем мощнейший удар по терроризму, мошенничеству, преступности, сможем влиять на негативные процессы в обществе. Приятно, что пятилетие корпорации СВИК, создавшей новую экономическую программу для жителей планеты, проходит в Индии. Прародительницы миротворческого движения, во главе которого стоял Махатма Ганди. И говоря словами матери Терезы, нам не нужны ружья и бомбы, чтобы победить зло. Нам нужны любовь и сострадание. Индия – самая мирная страна в мире. Страна с самой древней и многотысячелетней культурой. Народ Индии – носители духовного нравственного кода, кода справедливости и нравственности. Миллионы поклонников во всем мире с любовью смотрят индийские фильмы, где демонстрируется победа над злом. Пришло время понять и осмыслить наше будущее. Материальное перестает противосопоставляться духовному. Мир во всем мире – вот идеал современного мира, к которому должны стремиться все народы. Остановите на минуту бег своих мыслей. Задумайтесь.
Юрик Туркменов было также весьма интересно посещение Ассамблеи народа Кыргызстана. Вначале состоялось посещение Ассоциации Азербайджана. Руководитель диаспоры в Кыргызстане Азиз Алиев рассказал об истории ссылки азербайджанских турок из 11 районов Азербайджана в Центральную Азию в 1929-1937 годах. Сегодня число азербайджанского сообщества насчитывает более 20 тысяч человек. Они широко представлены в социально-политической, экономической и культурной сферах Кыргызстана. Асад Гасанов, вице-президент ассоциации, рассказал, что видел годы ссылки своими глазами. Уже в уважаемом столетнем возрасте он весьма активен, дает консультации и поддерживает организацию во всех организуемых диаспорой программах. Кроме того, гости посетили Международное общественное объединение уйгуров «Итипак». Президент ассоциации Аскер Касимов был весьма рад принять Юрик Туркменов в организации. Гостям был представлен последний выпуск газеты «Итипак», выпускаемой организацией уйгурских турок на уйгурском языке. Далее делегация Юрик Туркменов отправилась в Узбекистан. Она посетит такие исторические города, как Ташкент, Самарканд и Бухара. Столица Кыргызстана, мебельный салон ВЛТФ Home открыл свои двери посетителям. В открытии принял участие главный атташе по торговле посольства Турецкой Республики в Кыргызстане Бекзат Эртен, большая делегация из Турции, турецкая община, проживающая в Бишкеке, и приглашенные гости. На мероприятии были озвучены общие параметры объекта, подробная информация о салоне ВЛТФ Home. Открывая мероприятие, председатель правления ВЛТФ Home Мустафа Бальджи сообщил: Değerli ticari baş müşaviri Sayın Bezzat Erten, Юрик Туркмен Kardeşlik Derneği, главный советник по торговле посольства Турции, уважаемый Бекзат Эртен, председатель сообщества юрских туркменов, уважаемый Юсуф Өзель, председатель сообщества турок Ахыска, уважаемый Атамша Бей, также председатель совета правления строительной компании «Памирстрой», уважаемый Абдуллах Махмудов, уважаемые гости и жители Бишкека. Выражаю вам свою благодарность за то, что вы почтили нас своим присутствием сегодня и разделили радость открытия нашего первого в Кыргызстане мобильного магазина Welcome Home. Также позвольте поприветствовать вас всех от имени братской Турции. На протяжении всей истории наши страны всегда поддерживали друг друга. Мы всегда рады оказать поддержку кыргызстанскому народу. Также мы очень благодарны вам за такой теплый прием здесь. Kısaca Büyük Veltev ailesinden bahsetmek istiyorum. Что компания Veltev Mobilya – лидер в мебельной промышленности Турции и один из лучших производителей современной мебели на мировом рынке. Основана она в 1996 году в крупнейшем индустриальном центре страны, в городе Инегёл, провинция Бурса. Главная цель турецкого производителя заключается в том, чтобы создавать качественную, универсальную и абсолютно безопасную для здоровья мебель. Более 20 лет профессионалы Veltev Mobilya изучают потребности клиентов, производя и реализуя соответствующий продукт. Благодаря научно-исследовательской деятельности сотрудникам компании удалось спроектировать и создать функциональную мебель, отвечающую запросам самых требовательных покупателей. Особое внимание уделяется политике управления качеством. Любое изделие на каждой из стадий производства находится под пристальным наблюдением профессиональных инженеров. Результат – сертифицированная мебель, которая полностью соответствует международным стандартам качества и безопасности. Эргономичность и высокое качество турецкой мебели сочетается с актуальным дизайном. Универсальные цветовые решения, компактность, нетривиальность форм удачно воплощены в каждом из коллекционных образцов. Отметим, торжественная часть открытия сопровождалась теплыми словами и пожеланиями успехов в адрес основателей салона Veltev Home. Cuma günü bölgesel bir toplantı için Moskova'ya gitmek mecburiyetinde kaldı. Halen de orada. Как заметил уважаемый руководитель компании Welcome Home Мустафа Бей, Инегёл действительно является мобильной столицей Турции. Я очень рад тому, что еще один магазин данной компании открылся здесь. И я считаю, что это только будет способствовать росту и развитию сотрудничества между нашими двумя странами. Также мне очень приятно отметить, что турецкий народ уже знаком с продукцией данной компании. Как отметили выше,
Данная компания имеет более 40 представительств по всему миру. И мне очень радостно, что эта компания продолжает экспортировать свою продукцию за рубеж и знакомить и другие страны и народы со своим качеством и продукцией. Представитель общества культуры Йойрюк туркменов Кардишлик в Стамбуле Юсуф Эзель выразил благодарность гостям и Мустафе Бею за неоценимый вклад в развитие общего дела и самоотверженную отдачу работе. Позвольте поприветствовать вас от имени сообщества юрских туркменов. Я хочу поприветствовать вас от имени Спарты и передать большой привет нашей исторической родине. Я желаю у Всевышнего всего самого лучшего и благодарю господина Мустафу и господину Руслану за то, что они стали поводом для открытия вот такого замечательного магазина сегодня. После торжественного открытия и разрезания ленточки состоялась экскурсия по салону. Siz ana yurttan 5000 kilometre uzakta gelip Atayurt'ta yeni bir Türk mağazasının açılışına katılmanız niyetle birlikte neler anlatacaksınız? Я, руководитель общества культуры Йойрюк туркменов Кардишлик в Стамбуле Юсуф Эзель, приехал с нашими членами в Кыргызстан, чтобы принять участие в открытии Велтев Home. Поздравляю Мустафу Бея с открытием магазина и желаю с первых дней работы завоевать расположение многих клиентов-покупателей, поднять высоко планку продаж, создать лучшие традиции обслуживания, а также завоевать лидерские позиции среди конкурентов. И пусть так будет всегда. Хорошей прибыли и хорошего спроса на товары Велтев Home. Мебельный бизнес, как и другой вид бизнеса, не лишен сложностей. Основной проблемой для начинающего предпринимателя является солидные вложения. Вторая сложность – конкуренция. Конечно, она присутствует во всех сферах бизнеса. Однако мебельный бизнес в Турции развивается, растет количество компаний. Несмотря на это, у Мустафы Бея большой опыт, поэтому сегодня у него есть мебельные магазины порядка в 50 странах мира. Через неделю в Париже он откроет 11-й магазин, потом в городе Тирасполь тоже намечено открытие магазина. Этот ответственный и волнительный шаг заслуживает уважения. Я считаю это братским мостом между Турцией и Кыргызстаном. Миссия состоит в том, чтобы создать искреннюю и дружную семью Велтев, имеющую свои собственные ценности, создать различные дизайны и распространить эту семью по всему миру. Еще раз поздравляю с открытием мебельного салона. Желаю, чтобы бизнес процветал и приносил радость, а покупатели всегда были довольны. Наша компания Велтев основана в 1996 году с целью производства мебели в Ингюле, Бурса, Турция, и стала хорошо интегрированной фабрикой по производству мягких изделий. Кроме Кыргызстана, у нас существуют магазины в Казахстане, в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау. Столицу Узбекистана в Ташкенте откроем после Бишкека. Через неделю в Париже будем открывать очередной 11-й магазин, далее в Тирасполе. Благодаря положительным результатам качества, институционализма и удовлетворенности клиентов, Велтев экспортирует товары более чем в 48 стран мира.
Уважаемые телезрители, вы можете пригласить творческую группу программы «Мост дружбы» для съемок культурных мероприятий, где будут показаны национальные обычаи, традиции, игры, а также на знаменательные даты, народные гуляния разных национальностей. Кроме этого, вы можете поздравить своих друзей, родных и близких с их особенными датами. Принимая от вас приветы и поздравления, мы хотим создать для вас условия, чтобы вы могли передать друг другу приятные пожелания, выразить уважение и любовь своим родственникам, друзьям и сослуживцам. Таким образом, наводить настоящие мосты дружбы между людьми. Ведь в наши дни мы особо нуждаемся во внимании человека, который живет и трудится рядом с вами. Эти святые чувства дают стимул, помогают жить, творить и радоваться жизни. Ждем вас в рубрике «Приветы и поздравления». Обращайтесь по телефону 0551 66 52 52.